главная транспортная артерия республики. Ежедневно отсюда совершаются десятки рейсов. Пропускная способность терминала составляет 700 пассажиров в час. Сегодня мы узнаем, как работает аэропорт изнутри. Мы заглянем туда, куда простым пассажирам вход закрыт. Ну что ж, наше путешествие начинается. Пассажиропоток аэропорта Якутск порядка 1000 человек в день. Отсюда совершаются рейсы как по республике, так и по России в целом. Мало того, аэропорт носит статус международного, так что вы с легкостью можете улететь отсюда в Европу или Азию. Площадь пассажирского терминала составляет 17 500 квадратных метров. На втором этаже здания можно ознакомиться с историей авиации Якутии. Сложно представить, но в этом году ей исполняется 90 лет. В 1931 году началось строительство Якутского аэропорта. Тогда еще здание было деревянным. В 1963 году появилось знакомое многим голубое каменное здание, а в 2012 построили современный комфортабельный аэропорт. Сегодня в его стенах трудятся 1534 человека. Для удобства пассажиров здесь имеется 4 эскалатора и 6 лифтов. Регистрацию можно пройти за 11 стойками. Сразу после этого все пассажиры отправляются в зону досмотра. Здравствуйте, поднимите, пожалуйста, ручки. Мы должны досмотреть вас на наличие запрещенных и опасных предметов для того, чтобы полет был безопасным для вас и для других пассажиров. Проверяем одежду, которая скрывает очертания вашего тела, то есть пояс, если у вас были рукава, зону воротника, спину. Здесь также все серьезно. Для досмотра используются интероскопы. Делается это для того, чтобы пассажиры не принесли в самолет запрещенные вещества и предметы. Работники службы авиационной безопасности должны быть особенно внимательными, ведь компьютер просто показывает очертания предметов. Возьмем вот эту сумку. Здесь зонт, видно, да? Зонт. А вот, ну что здесь еще? Ну, мелкие вещи, которые нас совершенно не интересуют. Это видно, что это видеоаппаратура, а вот, в частности, фотоаппарат. А вот здесь оптика. Так как стекло, оно плотное, оно высвечивается вот таким вот темным цветом. Вот если идет жидкость, жидкость тоже видна. Здесь в данном случае нет ее. Вот где-то вот такая или посветлее будет жидкость. Вот, по-видимому, техник, и у него идет оборудование. Возможно, какие-то ключи. Видите, каким цветом высвечивается. Можно ваш пропуск? Далее мы проходим в багажное отделение. В это помещение пассажирам вход всегда воспрещен. Сюда стекается весь багаж с 11 регистраций. Всего 2 ленты по 50 метров каждая. Чемоданы еще раз проверяют. Сначала на сканере, а затем с помощью сотрудников кинологической службы с собаками. Эти животные прошли специальную подготовку по нахождению взрывчатых и наркотических веществ. Далее грузчик сортирует сумки. Смотрим по номеру регистрации и номер наименования багажа. Мы вот это все смотрим и все отправляем по тележкам. Потом по тележке разбираем по самолетам, отправляем. Так, вот у нас идет трансферный, но это на Домодедово идет. А вот идет чисто Домодедово, чисто на Домодедово. Вот это идет дальше, идет на Санкт-Петербург идет. Там сортируем, здесь мы все сортируем по контейнерам, а там уже в Москве, когда он прилетает, там грузчики тоже уже сразу определяют, где там трансфер и где простой. И ведут и распределяют по самолету, по рейсу, номер рейса самолета. И все остальное. Работники аэропорта наполняют контейнеры сумками, а далее специальный автоматический погрузчик транспортирует эти контейнеры в багажный отсек самолета. Их особенность заключается в том, что они могут работать при сильных морозах. Аэропорт Якутск является единственным в мире аэропортом-полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур. Здесь работают даже при минус 50 градусах. Сейчас мы находимся на взлетно-посадочной полосе. Ее длина составляет 3 километра 400 метров, а ширина около 70 метров. Всего таких полос 2. Плюс к этому аэродром оснащен наземным светосигнальным оборудованием «Идман», что позволяет совершать полеты при сильных туманах. Еще одна особенность аэропорта – это наличие 3 телескопических трапов. Для людей с ограниченными физическими возможностями работают амбулифты. Аэродром, залы аэропорта, производственные зоны и пункты досмотра находятся под контролем систем аудио и видеонаблюдения 24 часа в сутки. К сожалению, мы не смогли пройти в главный пункт охраны и штурманскую, откуда происходит управление самолетами. Но все это в целях безопасности.
месте, ведь такая информация просто закрыта. Вот и подошла к концу наша необычная экскурсия по аэропорту. Для кого-то время распаковывать чемоданы, ну а я наоборот собираюсь отдохнуть. Так что до встречи через неделю!